Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что задумали высшие силы для вас? Что именно сейчас начнет происходить и меняться в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя и на самые ближайшие события. Ну и также загадайте на то, что задумали высшие силы. А вы не знаете и не догадываетесь. Давайте посмотрим, что вас ждет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какая корона. Высшие силы решили руками какого-то человека надеть на вас корону, потому что вы ее заслужили. Вы самый достойный человек. Вы самый важный человек. Вы человек, который не будет просто так использовать свою власть, но будет использовать ее на пользу другим, на благо другим людям. У кого-то, кстати, еще не просто корона как знак власти, но корона как знак венчания, заключения союза и брака. Корона приготовлена для вас. И какой-то вот человек, добрый к вам человек, у него, кстати, стрелка вверх показана, то есть успешный человек, оденет вам эту корону на голову. Высшие силы просят, чтобы вы не отказывались. Это особая честь, это особая привилегия. Вы рождены для того, чтобы эту корону на голове носить. Поэтому не отказывайтесь, принимайте. У кого-то это, кстати, может быть связано, допустим, с повышением по должности, с карьерным ростом, с успехами в бизнесе, с популярностью, с известностью. Но у кого-то, как я уже сказала, до заключения брака, венчания может отыграться. Корона вам впору. Ну прям по вашим лекалам, по вашим размерам эту корону изготовляли высшие силы. Передали этому человеку, человек должен надеть вам на голову. Это как ваша и награда, и ваша привилегия, и часть вашего жизненного пути. Носить на себе корону. Кто-то этого боится, кто-то наоборот к этому стремится. Ну а кто-то по судьбе получает, и причем получает достаточно и в нужный момент, и в важный момент. И вот как награда мне идет, да, привилегия, награда. Вот она ваша корона, вот он этот человек. Дальше высшие силы задумали показать вам правильный путь. Может быть, вы столкнулись с какой-то сложной проблемой, дилеммой. Может быть, вы запутались. Может быть, вы вообще сбились со своего пути, да? В каком-то потерянном таком состоянии находитесь. Высшие силы покажут вам правильный путь, либо покажут, чего от вас хотят и ждут, и в каком направлении вам нужно двигаться. Здесь информация будет приходить через знаки, через сны, через каких-то случайных, рандомных людей. Да, вот случайный человек в вашей жизни дает вам подсказку, ориентир и исчезает. Вот, смотрите, не игнорируйте волю высших сил. Высшие силы не хотят вам навредить, наоборот, хотят помочь и направить по правильному пути, по правильным ориентирам. Я вижу, что будет сначала как-то нелегко, не особо верится, да, не может же быть как бы свыше, да, знак. Либо, просто какой-то случайный человек что-то сказал, что же, я должна ему верить, либо должен верить. Но чем больше будет становиться этих знаков, тем яснее вам будет представляться картинка в целом. И вы скажете, да, точно, меня к чему-то ведут, подталкивают. И мне действительно нужно вот именно туда, да, в правую сторону идти, не в левую, а в правую. Да, вас выведут, вам путь укажут. И вы поймете, что вам делать, куда двигаться и чем вам заниматься. Это прям для тех, кто сейчас запутался, потерялся, либо ищет, да, ответы на свои вопросы. Дальше показываю чайник, который начинает кипеть. Это перемены в личном и перемены в семейной жизни. Допустим, если вы пара, вы много лет вместе, и уже чувства как-то подостыли,
и вы больше уже как друзья, как соседи проживаете, то здесь всплеск идет. Всплеск страсти, эмоций. Опять же, знаете, вот искры полетят во все стороны. Вы как будто бы заново влюбляетесь в своего супруга, а супруг влюбляется в вас. Ну и то же самое, если мужчина. Просто переворачиваете на себя. У кого-то может отыграться, что вы слишком сильно ушли в рутину, что вы перестали обращать на себя внимание как женщина, либо как мужчина, что вы считаете своим долгом как помогать родителям, ставить детей на ноги. Вот. Для себя лично запретили личную жизнь. Но высшие силы говорят, нет, надо, это должно быть, это необходимо. У кого-то прям страсти нешуточные закипят, в плане того, что очень быстро влюбитесь и очень быстро станете парой. Причем парой во всех смыслах этого слова. То есть буквально там на прошлой неделе познакомились, а на этой неделе вы уже съехались, и вы уже как семейная пара. Чайник будет кипеть, события очень быстро будут развиваться. Так надо. Это в правую сторону рисунок ушел, то есть это на благо вам. Это не против вас, это именно на благо вам. Возможно, вы действительно упустили много времени, занимаясь работой, либо вот этой семейной домашней рутиной, а теперь вам нужно будет очень быстро нагнать, перегнать. Да, высшие силы так хотят. Хотят, чтобы вы были счастливы. Хотят, чтобы у вас в личной жизни было именно вот любовь и счастье, страсть, чтобы была. Это важно, это нужно. Без этого нельзя. Так что не удивляйтесь. Странная, конечно, картинка, но ладно. Зубы. Здесь показаны зубы. Но тут либо проблемы с зубами, да, и высшие силы хотят, чтобы вы эту проблему решили. Либо это именно речь о том, что вы не можете за себя постоять, либо не решаетесь за себя постоять. Да? Зубы на самом деле это сила. Даже если это как не настоящие зубы, как коронки или как они называются, импланты, да, это все равно сила. Чем больше зубов у человека, чем целостнее ротовая полость, тем человек сильнее, увереннее в себе и может многого добиться. Кто-то будет заниматься своими зубами, лечить, благо возможность такая у вас появится, высшие силы тут вам устроят такую возможность. Либо вы сможете отрастить себе клыки, стать сильнее, увереннее в себе и показать, кто здесь главный. Да? Вы можете за себя постоять, не только за себя, но и за тех, кто слабее вас. То есть отстоять свою позицию, добиться своего, как показать зубы. Сможете это сделать. Высшие силы на этом прям настаивают. Событие вышло с левой стороны, то есть для вас это будет большой неожиданностью. Может, вы уже на себя рукой махнули и говорите, ой, такие цены в этой стоматологии, еще пойди попробуй нормального специалиста найди, чтобы тебе там хоть что-то более-менее сделали, а не испортили. Вот. Высшие силы в этом вам помогут. Тут буквально прямая помощь идет. И то же самое, стать сильнее, стать увереннее в себе, отрастить длинные клыки и отстоять себя, отстоять тех, кто за себя постоять не может. То есть зубы показаны. Дальше. Показывает мужчину. Мужчина, который буквально врывается в вашу жизнь, но врывается с каким-то предложением. Предложение может все поменять для вас и поменять в лучшую сторону. Опять же, вы все разные. Если меня смотрит мужчина, то это будущий ваш друг, компаньон, соратник, спонсор, может быть, тот, кто через дружбу, через добрые отношения возвышается сам и помогает вам возвыситься. То есть, скорее всего, да, будет связано как-то с работой, с бизнесом и с тем, что вы реализовываете себя. Если вы женщина, то же самое может быть карьерный момент, и также наравне с этим может быть момент личной жизни. В вашу жизнь ворвется тот, кто сделает вас счастливой, бесконечно и надолго. Либо человек, который, влюбится в вас, вы влюбитесь в него, а он возьмет вас и увезет к себе домой, либо вообще на родину, может быть, он не местный. И ваша жизнь уже пойдет совершенно по другому сценарию. Сценарий, где вы не одна, где не нужно бороться, где не нужно выживать, где не нужно каждый день жить в напряжении, где вы рядом со стабильным, сильным мужчиной, который вас любит, не обидит, где вы можете расслабиться,
заниматься собой, заниматься своими какими-то увлечениями, интересами, развиваться сможете. Хороший знак на самом деле. Но вот мужчина, как добрый вестник, звезду везет, которую вам на открытых ладонях предлагает. То есть его как впустят в вашу жизнь, впустят для того, чтобы принести эти качественные перемены к лучшему. Дальше. Высшие силы задумали, чтобы вы чьи-то ужасные негативные планы разрушили. То есть, скорее всего, рядом с вами есть очень негативные люди, очень злобные, мысли у них коварные. Может быть, эти люди хотят вредить тем, кто не может защищаться, либо за себя постоять. Может, они и вам хотят наравне с прочими вредить. Но вот я вижу, что высшие силы вас в нужный момент направят к этим людям для того, чтобы вы их то ли вспугнули, то ли каким-то другим действием разрушили их коварные планы. И я вижу, что эти люди вас испугаются, да, либо начнут бояться, причем бояться отчаянно. И тут и плохое не случится. И эти люди, они будут от вас бежать. Бежать, вот, извините, черт от ладана будут бежать. Как чертики от ладана будут бежать, да. И это прям такое знаковое событие. У вас сердце будет так громко биться в груди, потому что очень напряженный такой момент. Вот. А почему они вас так испугаются? Наверное, потому что вы раскроете их схему, их замысел, заговор, вот эти планы раскроете, и они не поймут, кто вы такая, кто вы такой, откуда у вас столько знаний, как вы могли это почувствовать, как вы могли прям ворваться, да, в момент, когда они там заняты этой подготовкой. В общем, вспугнете их тут конкретно, да, будут бежать, падать, вставать и опять бежать от вас. Раскроете, да, каких-то людей раскроете, сломаете им все планы, еще и напугаете их очень сильно, забегут далеко и надолго, может быть, даже навсегда. Вот настолько вы их вспугнете. Да, этот момент вы никогда не забудете. Будете вспоминать, и у вас там прям мурашки будут бегать. Да, для кого-то вы героем станете, либо героиней станете. Потому что люди, которые окружают, они ведь не слепые, не глухие, они поймут. А может быть, вы в какой-то конкретный, очень важный, ответственный момент ворветесь и спасете даже каких-то людей. Из лап мошенников, так сказать, вырвете. Может быть, ваша активная жизненная позиция, да, борьба с мошенниками, преступниками поможет защитить невинных, которые страдают от действий этих преступников. Там уже будет как будет, да. Но высшие силы видят вас именно тем героем, который должен остановить плохих людей, сломать им все планы. Дальше, мои хорошие, высшие силы задумали, чтобы вы с кем-то объединили свои усилия, но это как временный этап вашей жизни. Два человека, у каждого единичка в голове. Но эти люди не могут достигнуть своей цели, потому что нужен помощник, нужен тот, на кого можно опереться в ответственный момент. Вы такого же человека, как вы, найдете. И вы, объединив свои усилия, друг другу поможете. Но каждый получит в своем. То есть у вас разные планы, у вас разные намерения, но вы оба сильные личности, и вы обе способны на то, чтобы сотрудничать, на то, чтобы действительно подставлять, я не знаю, плечо, спину, делиться тем, что знаете. У вас какое-то есть объединение с другим человеком во имя достижения вашей цели, вашего плана и цели и плана другого человека. Вы как-то знаете, друг друга встретите, сойдетесь, дела поделаете и опять разойдетесь. То есть я не вижу, что вы там навсегда вместе, либо вы там подругами станете, либо друзьями. Нет, это сотрудничество по необходимости. Для вас это будет немножко странным, но в то же время вы со временем поймете, что это было и для чего это было. Сойдетесь, достигнете каждый своего и разойдетесь. Так идет. Дальше. Высшие силы задумали вас остановить в вашем решении разорвать связь. Может быть, это любовная связь, может, это дружеская связь, может быть, это родственная связь. Возможно, вы столкнулись с чем-то неприятным, либо вы устали ждать, терпеть, пока человек одумается, будет осознанно относиться к вам.
ну, либо перестанет, не знаю, вести какой-то не очень вам приятный образ жизни. Возможно, вы уже очень сильно устали от выхода к этого человека и думаете, ну, раз так, значит, будем расходиться, не будем общаться, и я уже непреклонно связь эту разорву. Но высшие силы видят все по-другому. Высшие силы считают, что вы были хорошим учителем для того, с кем вы хотите разорвать связь, и теперь ученику пора предъявить результаты, да, пора предъявить то, чему он научился. Мне вообще идет, что вы как-то ахнете, прям когда увидите, что тот, с кем вы хотите разорвать связь, меняется на глазах, превращается, ну, буквально чуть ли не в ваше зеркальное отражение. То есть человек на ваших глазах растет и развивается. И я вижу, что вы решение поменяете. Вы сначала усомнитесь в своем решении, а потом его поменяете. Высшие силы говорят, что вы нужны друг другу, что еще не все долги выплачены, и что вот этот ваш ученик, ну, кто был вашим учеником, этот человек должен вам вернуть то доброе, что вы вкладывали и давали обратно. То есть вы научили человека быть добрым, ответственным и порядочным. Даже если человек это не практиковал, то в человеке это отложилось. Слишком много было примеров с вашей стороны. Теперь этот человек действительно начинает за вами повторять, буквально становится вашей тенью, либо зеркальным отражением. И я вижу, что вы сполна от этого человека еще радости получите, удовольствие с этим человеком, радости, каких-то очень приятных моментов. Ну, может будет казаться, что человек почувствовал, да, что вы хотите разорвать связь, и в моменте вот прям переобулся, поменялся, переродился. Нет, это не случилось в моменте, это действительно тот накопленный опыт, который, даже не опыт, пример, да, который вы показывали ежедневно. То есть ничто не проходит бесследно. Вы передумаете и не пожалеете, а высшие силы, наоборот, порадуются, потому что вы в очень классной комбинации идете, учитель и ученик. Вот. Высшие силы любят такие комбинации. Вы свои какие-то кармические задачи закрываете, ну и человека тоже подтягиваете, вытягиваете из его кармы. Это неплохо. Это неплохо, наоборот, это очень даже хорошо. Дальше. Есть у вас ворона, но ворона с левой стороны букет вам принесла. А в букете как будто бы еще и звезда горит. Но обычно вороны — это плохие вести, плохие вестники, негативные какие-то информационные потоки. Но в вашем случае почему-то идет, что для вас это возможность. Вот что-то плохое случается, либо происходит, а для вас это время возможностей. Ну, допустим, да, вот что это может быть. Вот самый банальный пример. Там начальник заболел, а вам нужно будет его заменить либо подменить. Вы выйдете на работу и покажете, что вы достаточно имеете опыта, что у вас квалификация позволяет, и, возможно, это станет вот той отправной точкой к вашему карьерному росту. Либо, допустим, какой-то бизнес закрывается, и в то же время для вас это возможность открыть свое, то есть у вас там конкуренции не будет. Либо, например, это как-то связано с тем, что, допустим, там в кондитерских, да, выросла цена на кондитерские изделия, а вы, например, любитель, кондитер, да, вы, ну, с душой любите выпекать, любите украшать, создавать не просто там какие-то пироженки и торты, а настоящие там шедевры. И это ваше время, когда вы можете там, ну, заработать хорошо. То есть ворона — плохой вестник, но несет вам букет, а в нем звезда. То есть исполнить мечту либо желание, то, что раньше при других условиях невозможно было исполнить, да, воплотить. Ну, такая вот ворона вам прилетит. И вот вы этой вороне на самом деле будете очень рады. Так, еще высшие силы очень сильно хотят, чтобы вы ну, как-то для себя что-то делали. Для себя. Ну, возможно, там занимались спортом, правильно питались, соблюдали режим работы и отдыха. Высшие силы через какую-то ситуацию, либо через какого-то грамотного человека вам на это будут открывать глаза.
Ну, вплоть до того, что у вас там, например, не знаю, спина заболит. Вы пойдете к доктору, а доктор скажет, а вам нужно заниматься спортом, укреплять там, мышцы, да, укреплять свою спину. Вы начнете заниматься спортом, за этим потянется правильное питание, туда-сюда, и вы уже здоровый человек без всяких проблем. Понимаете, вот какая-то точка, как триггер, которая даст вам толчок двигаться в правильную сторону. Но вот идет мне, что кто-то из вас с собой вот прям совсем не занимается, наоборот, пренебрегает. А это неправильно. Высшим силам вы нужны красивые, здоровенькие, сильные, уверенные в себе, со стабильной нервной системой. Да? Вот поэтому через какую-то ситуацию вам открывают глаза на то, что нужно с собой заниматься и как собой заниматься. И вы будете это делать, и никаких проблем у вас не будет со временем. Силы прибавятся, выносливость появится, нервная система ваша упорядочится. Нормально все будет, да. Дальше. Про какие-то очень большие деньги показано, но большие деньги. Если очень сильно постараться, встать на цыпочки, на носки, да, потянуться всем телом, то можно какие-то большие деньги обрести, прям схватить большие деньги. Только я не совсем понимаю, откуда эти большие деньги. Слушайте, я хочу взять карты. Тема интересная, я так понимаю, очень важная, потому что на линии судьбы лежит. Что за деньги? Что за деньги? Ну, там прям очень сильно нужно будет постараться. Просто так деньги на голову не упадут, в руки не попадут. Там прям тянуться нужно будет всем телом. Что за деньги? Откуда деньги? Счастливый случай. Счастливый случай. И я так понимаю, что это редкий случай, возможно, единственный, крайне неповторимый случай в вашей жизни, когда вы можете действительно получить очень большие деньги. Я не хочу больше доставать карты, потому что эта карта самая удачная карта в колоде Ленорман. Клевер — это ваша удача, это ваше везение, чтобы его не вспугнуть. Но когда время придет, вы сами поймете, что от вас требуется. И вы уж там смотрите себя, там особо не жалеете, и знаете, что такими случаями не разбрасываются. И если вы пожалеете себя, скажете, что у меня растяжки нету, зачем мне тянуться, то, возможно, это будет крайний случай, и больше такого не повторится. Также знаете, что за вами будут другие люди стоять, и там прям конкуренция может сложиться. Если вы не воспользуетесь своим шансом, то другие люди точно воспользуются. И будет обидненько, что вот высшие силы давали, да, надо было всего лишь растянуться, потянуться, а вы этого не сделали. Да, вы поймете, там все четко будет и ясно. Деньги очень большие. Таких денег вам надолго хватит. Прям очень надолго, еще и по наследству передадите. Да, большие деньги показаны. Дальше. Высшие силы задумали вашими руками какого-то человека спасти. Может быть, в прямом смысле слова, да, кому-то станет плохо, вы не пройдете мимо, остановитесь, вызовите неотложку, да, тем самым спасете человека. Может быть, вы опасность почувствуете для этого человека, предупредите, и человек спасется. Может быть, еще какой-то другой вариант. Но вот вижу, что именно благодаря вам, либо из-за вас, человек спасается. И высшие силы вот именно вас пошлют, как такого вестника судьбы, посланника высших сил, для того, чтобы либо спасти, либо предупредить. Для кого-то вы станете крестным отцом, добрым феем, либо доброй феей, крестной матерью. Да? Вот для кого-то станете. Возможно, даже человек по возрасту будет старше, чем вы, но отношение будет именно такое. И еще я вижу, что это человек из благодарности, вот что-то вам может либо дать, либо для вас сделать, и вам нельзя от этого отказываться. Нельзя ни в коем случае. Надо будет принять эту благодарность. Грубо говоря, это как высшие силы вас уже благодарят, да, через руки спасенного вами человека. Такая немножко сложная ситуация, но вы, когда время придет, разберетесь.
Здесь у нас показаны люди, которые в вашу сторону, ну, не очень хорошие вещи и делают, и говорят. И эти люди, они перед вами очень сильно виноваты. Высшие силы этих людей заставят платить, а вам позволят на это все смотреть. Возможно, это какие-то старые обиды, возможно, это старые счеты. Но вот именно я вижу, что вы будете видеть, наблюдать, как эти люди платят по своим счетам, как эти люди расплачиваются перед вами. Очень виноваты, живут они очень неплохо, считают, что они прям, молодцы, да. Какие там высшие силы, какой там грех, да ради Бога, мы живем, он не тужим. Но вот как раз-таки в самый лучший момент их жизни придет ангел и скажет: оплати счета. Вот. И им это очень не понравится, но деваться им будет некуда, и счета они свои оплатят. А вы как раз будете рядом и будете это все созерцать, будете наблюдать. Вот этот момент сатисфакции вы прям очень оцените. И вот мне идет, что вы в душе прям очень благодарны высшим силам, что высшие силы навели свою справедливость, что виновные платят по счетам, а вы, человек, который как жертва, да, что-то плохое пережил от этих людей, сейчас за этим наблюдаете. Наблюдаете и видите собственными глазами. Такой сильный момент. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.